Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. 125-летие оперного певца Максима Дормидонтовича Михайлова отметили в детской музыкальной школе. С этого дня школа носит имя великого музыканта. С внуком известного бас-профунда Максимом Михайловым встретилась наш корреспондент Марина Баринова. Ежегодная вокально-хоровая ассамблея традиционно встретила своих гостей с солнечной улыбкой и прекрасным настроением. Краткий экскурс по жизни известного певца Максима Михайлова оставил массу ярких впечатлений у присутствующих. Этот дом хранит память о Максиме Дормидонтовиче Михайлове. Здесь он останавливался, когда приезжал на родину. Певец родился в бедной крестьянской семье. У родителей было 6 сыновей. Младший, Максим, был обречен на нищенское существование. Отец решил, что его нужно учить. В школе и в церкви, соседних с Кольцовкой Кошлаушем, поразились Божьим даром, который открылся у ребенка. Его сделали солистом хора. Он стал петь и в церкви. С волнением в голосе были сказаны слова благодарности внуку известного баса. Единодушно в августе у нас состоялся певсовет, и единодушно коллектив принял такое решение – обратиться с огромной просьбой к Максиму Игоревичу с тем, чтобы вы позволили нам носить имя вашего дедушки, уважаемого великого человека, просто человека и великого музыканта. И очень рассчитываем, что вы поддержите нашу инициативу, нашу идею. Ну а мы, в свою очередь, я думаю, все со мной, наши коллеги, наши дети согласятся. Мы будем очень стараться, чтобы не подвести вас. Кульминационным моментом ассамблеи стала торжественная передача внукам Максимом Игоревичем согласия директору музыкальной школы Лиане Андреевой. Я Михайлов Максим Игоревич, внук народного артиста СССР, лауреат государственных премий СССР Максима Дормидонтовича Михайлова, действующий на основании статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим предоставляем муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детская музыкальная школа города Канаша Чувашской Республики право на использование имени моего деда Максима Дормидонтовича Михайлова в названии школы и проводимых ею некоммерческих мероприятий. 26 октября 2018 года. С нетерпением присутствующие ждали музыкального номера в исполнении почетного гостя. Максим Игоревич не заставил себя долго ждать. Он исполнил песню «Варяжского гостя» из оперы Римского-Корсакова «Садко» и русскую народную песню «Вдоль по Питерской». Выступление воспитанников школы, презентация ее истории, личное знакомство с коллективом преподавателей просто покорило сердце Максима Игоревича. Эта школа – это какое-то очень яркое и на сегодня, я бы даже сказал, уникальное явление такого истового служения искусству, певческим традициям, хоровым, вокальным, музыкальным. И тот объем работы, который проводит школа и ее педагоги, которые все до единого энтузиасты. Люди душой отдаются любимому делу, служению музыки и воспитанию новых талантов. И даже если у кого-то карьера музыкальная не сложится, все равно это будут замечательные люди. Потому что то, что в них закладывают сейчас в этой школе, это бесценно. В завершении беседы Максим Игоревич отметил: наша дружба началась, и я постараюсь, пусть не часто, но все же приезжать к вам в гости, насколько позволит мой график выступлений. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Специально для программы «Вести недели». 3 октября 1953 года в городе распахнула свои двери школа под номером 59 Горьковской железной дороги. Позже она становилась 63-й, а ныне 10-й. Многие поколения выпускников с теплотой отзываются о родном учебном заведении. 65-й день рождения собрал бывших и нынешних учеников вместе. Об этом в сюжете Ирины Константиновой.
10-я школа, перешагнув столь весомую дату, смело может гордиться своими успехами. В первую очередь, это достижение учащихся. Было в истории школы и такое, когда 100% выпускников 11 классов поступили в вузы. Конечно же, в этот праздничный вечер много говорилось не об учебе, а бесконечным потоком лились поздравления и воспоминания. Первым директором школы был Каргин Никанор Александрович. Сегодня в зале присутствуют те учителя, кому пришлось получать знания или работать на истоках первых лет образования школы. Я в этой школе не только работала, но еще и сама обучалась. С 1959 года по 8 класс. В то время школа была железнодорожная, и обучение школа была 8-летней. И 9-10 класс мы уже учились в 62-й школе, заканчивали там. После окончания школы, это было в 1900 каком году? В 62-м году, наверное, да, в 62-м, я поступила в Московский государственный педагогический институт имени Ленина, тогда он назывался. Вот. Обучалась на отделении начальных классов. В то время еще в институтах вот этих отделений практически не было. Учителями начальных классов обычно работали учителя, которые закончили педагогическое училище, тогда училище называлось. И с тех пор так я и работала. Это с 1975 года по 2014 год я работала уже в этой школе. В общей сложности мой педагогический стаж 41 год, но если считать, что я еще 8 лет училась, 41 плюс 8, 49 лет, короче говоря, я в этой школе. Я очень рада и благодарна школе. Ни на минутку не пожалела о том, что я выбрала эту профессию, потому что ходить на работу, как на праздник, это одно удовольствие. Вот. Ну а теперь, когда уже я ушла на отдых, и то я еще после пенсии проработала, 7 лет после этого я проработала. Только вот уже 4 года, 5-й год пошел, как я в школе не работаю. Но тем не менее я все равно еще занимаюсь, как говорится. Вот чтобы я могла рассказать. Приобретенное умение, талант, они и по сей день вам нужны, да? Ведь вы до сих пор даете Конечно. Знания да. подрастающему поколению. Ну как вот, мы сначала зарабатываем авторитет, а потом уже авторитет работает на нас. Это вот уже к этим годам я уже это поняла, сделала вывод. И тогда, когда человек приобретает этот авторитет, естественно, его знания, его труд ценится и до сих пор. На сегодняшний день в 10-й школе обучается более 500 учащихся. Конечно же, они не смогли остаться в стороне и подготовили музыкальные номера. Фундаментом школы во все времена становился талантливый и самоотверженный коллектив педагогов. На сегодняшний день образовательно-воспитательную работу ведут более 30 учителей. На сегодняшний день у нас в школе обучается 545 детей. У нас 2 здания. Это здание начальной школы, где дети учатся с 1 по 4 классы в 2 смены. И здание так называемой основной или большой школы, где учатся с 5 по 11 класс. Вот 545 детей, и работают с ними 31 преподаватель. Многие преподаватели имеют высшую категорию квалификационную, являются заслуженными работниками образования, почетными работниками общего образования Российской Федерации. То есть у школы есть надежный тыл в лице педагогического коллектива, который всю свою самоотверженность, все свои знания, опыт, весь свой талант отдает воспитанию, обучению детей. В системе образования нашего города имена многих педагогов вписываются золотым тиснением. В сегодняшнем вечере почетных грамот и благодарностей от отдела образования за плодотворную работу получили лучшие работники. Опыт прошлых лет и новинки современной педагогики дают те знания, которыми гордятся выпускники. На сцене ветераны 10-й школы. На долгую память они вручили портрет первого директора школы, преподнесли книги с автобиографиями именитых советских писателей. Легендарная личность для Канаша Вячеслав Калинкин также работал в данной школе. В текущем году он, пройдя 95-летний рубеж, сегодня желает такого же долголетия и школе. Анна Сергеевна подарила стихотворение. Учитель не знает, что значит усталость. Он тропами юности должен идти. Такая же доля ему досталась, чтобы в жизни беспокойное племя вести. Он в вечной тревоге за души эти. Теснятся в нем сотни заботливых дум. Всегда перед жизнью учитель в ответе.
за пылкое сердце и за ясный ум. Учитель, нехитрое слово какое, но сколько в себе это слово таит. За душу и сердце такое большое спасибо и низкий поклон до земли. Поздравлять и дарить слова восхищения стремились выпускники разных лет. Многие из них стали педагогами. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Более 15 команд встретились в спортивном поединке. Традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей памяти заслуженного тренера Чувашской республики Геннадия Смирнова собрал спортсменов из разных регионов. Среди болельщиков наш корреспондент Марина Баринова. Все больше возможностей дается нашим горожанам и гостям города, чтобы вести здоровый образ жизни. Благоустраиваются тренажерные площадки, футбольные поля. Проводятся различные спортивные мероприятия. ДЮСШ «Локомотив» с самого утра многолюден. Спортивный зал встретил участников турнира по вольной борьбе, а бассейн – любителей водной стихии. Сегодня мы рады приветствовать в стенах нашего ФОКа любителей борьбы, любителей футбола, любителей плавания. Самое главное, что это все востребовано, мы это видим по количеству присутствующих. Здесь все идет по желанию. Еще что хорошо, что это все бесплатно все происходит и востребовано нашим населением. Геннадий Никифорович Смирнов – первый в Чувашии мастер спорта СССР по вольной борьбе. Он не только успешный спортсмен, но и талантливый тренер. Это доказали его воспитанники – 10 мастеров спорта, одним из которых является его сын Евгений Смирнов. Отец хорошим отцом был. Основал вольную борьбу в городе Канаше, потом уже в Канарском районе. Одних из первых мастеров спорта в Чувашии, сперва по классической борьбе, потом по вольной борьбе. Мы хотели быть всегда похожи на него и продолжаем вести его дело. Чтить память своего наставника и продолжать его дело – это великая честь любого спортсмена. Мы росли под воспитанием Геннадия Никифоровича, он нас воспитывал, выезжали на соревнования неоднократно вместе. Где-то нас ругал, где-то воспитывал. Ну вот мы выросли тоже тренерами, и поэтому мы чтим память его и очень близко знакомы с его семьей. Вот сейчас в данный момент его внучка Яна Георгиева учится в училище Олимпийского резерва. Именно вот у меня тренируется она в Чебоксарах. Уровень побед тоже растет, мастерство, естественно. Каждый год у нас на уровне Приволжского федерального округа ребята борются и побеждают, призерами становятся. Естественно, каждый год выполняют нормативы мастеров спорта России. Более 130 юных борцов в поединках с соперниками использовали все свои навыки и спортивную технику. Но сильнейшими оказались немногие. Я приехал с Нижегородской области, села Большерушка, тренируюсь в поселке Евгения. Борюсь уже на год 4. Такая важная победа. На международном турнире я занял 3-е место. По моему мнению, это самое большое достижение. В упорной борьбе за звание победителя спортсмены Канашского района удостоились 1 серебряной и 3 бронзовых медалей. Города Канаша – 1 золотой, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Специально для программы «Вести недели». Вольная борьба! В День здоровья и спорта на стадионе «Локомотив» состоялась встреча 2 футбольных команд – Канаша и Новочебоксарска. Спортсмены боролись за 3-е место в первенстве по футболу среди взрослых команд в 1-м дивизионе. Марина Баринова о том, как прошли матчи. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Так гласит народная пословица. И пусть новочебоксарцы нам не враги, а только соперники, все же стоило узнать об их намерениях. Наверное, сразу бы у всех возникнет вопрос, почему такое название, потому что он был составлен изначально только из боксеров. Собрали команду, вот на городе участвовали. 3 года так поиграли и решили участвовать на первенстве Чувашии. Вот. И это 5-й сезон у нас сейчас. Сезон мы, честно, с большой радостью сюда, несмотря на все проблемы, которые это все команды окружают, приехали к вам в гости. Это самое большое достижение. Мы добрались до матча за бронзу по 1-му дивизиону. Мы так никогда не выступали. Да, но у нас поступательно каждый год было все лучше, лучше и лучше. Думали, уже лучше не может быть, оказывается, может. Вот с вами встретились. Поэтому
все замечательно. Мы настроены получить удовольствие, прежде всего, от игры. Потому что у нас есть определенные проблемы с составом. Если говорить про спортивную составляющую, будет сложновато, конечно. Мы приехали, у нас даже без замен сегодня 11 игроков. Но, тем не менее, это самый дальний рубеж, куда мы добрались. Поэтому будем биться, стараться. Этого никто не отнимал. Наш город славится своими футболистами и их победами. Поэтому нашим спортсменам ничего не стоило сравнять счет. Буквально через несколько минут мяч в воротах соперника. Большую роль в успехах канадских футболистов играют упорные тренировки и отличная спортивная база. Состоявшийся в России чемпионат мира по футболу FIFA 2018 на самом деле дал огромный толчок, огромный импульс в популяризации данного вида спорта. Город Канаш также не остался в стороне. Бум ребят, которые хотели бы повышать свое спортивное мастерство в спортивных секциях, в разы увеличился. В связи с этим детской спортивной школе «Локомотив» даже пришлось открыть дополнительную ставку тренера по футболу. Сейчас на базе данной спортивной школы работают сразу 4 специалиста по футболу. И количество команд, принимающих участие в официальных первенствах Чувашской республики, представляющих город Канаш, также возросло. Напутствие главы администрации Виталия Михайлова на хороший результат и яркую победу не заставило долго ждать. Наши ребята одержали победу с красивым счетом 6-2. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, «Локомотив». На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Купить то, что хочется – большая роскошь для тех, чей семейный бюджет это не позволяет. Им в помощь гипермаркет «Светофор», ценовая политика которого направлена на поддержку покупателя. Ассортимент товаров разнообразный – от мясных продуктов и сладостей до всяческой бытовой химии и полезных вещей. Гипермаркет «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому у нас всегда свежая продукция по доступным ценам, всегда акция. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Покупателям нравится обслуживание и ассортимент. Вежливые сотрудники гипермаркета «Светофор» всегда готовы помочь в выборе нужного товара. Для современного мира оно, конечно, удобное, потому что разные товары очень много здесь. Каждый покупатель желает все, что иметь. И, во-первых, дешевые цены. Например, я покупала для сушки волос за 500 рублей. Точно такую же у вас совсем она дешевая. В этот гипермаркет мы ходим очень часто, так как тут низкие цены, качество хорошее. Часто бывают акции и свежие продукты. Самый важный аспект гипермаркета «Светофор» – это, конечно же, акции. Реальная возможность приобрести товары по приятным ценам. Макароны 5 килограммов 119,90. Стиральный порошок «Биолан» 5 килограммов 400 граммов 239 рублей. Свинина по акции 1 килограмм 169,90. Гипермаркет низких цен «Светофор», город Канаш, Котовского, 4.